Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы говорим о карте Паж мечей. Девиз этой карты – Литератор. Молодой светловолосый мужчина держит поднятый меч и смотрит вдаль. Он выглядит погруженным в размышления и, кажется, собрался бежать, подавшись всем корпусом вперед и опираясь на одну ногу. Привлекательный молодой паж мечей является персонификацией воздуха, олицетворением подвижной энергии, соединяющей масть мечей с миром интеллекта и общения. Другими словами, паж мечей – это графический пример того, как воздух может принять человеческий облик. На самом деле все пажи в колоде Таро олицетворяют стихии, которые они представляют. С точки зрения стихий, все 4 пажа Таро являются земными, физическими созданиями. Они просто сочетают в себе элемент Земли с элементом своей масти. Паж жезлов, например, олицетворяет огонь, паж кубков – воду, паж мечей – воздух, а паж пентаклей – землю. Паж мечей, олицетворяющий воздух, вероятно, самый умный из всех 4. Как и все пажи, он молод и обладает искренним энтузиазмом и неограниченной способностью к обучению. Он читатель, писатель и талантливый оратор, идеалистичный, задумчивый, ясно выражающий свои мысли. И, как и следовало ожидать, его притягивают учителя, ученые и философы. Паж мечей наблюдателен и внимателен. Ни одна деталь не укроется от его острого ума. Если он официально не вхож в узкий круг лиц, имеющих доступ к информации, он предпримет личные исследования по собственной инициативе, чтобы знать, кто и чем занимается в замке. Когда вы видите пажа мечей в толковании романтических отношений, он обычно отражает грань вашей собственной личности. Если он вам не нравится или вы не признаете его как аспект собственной личности, возможно, вы проецируете его качество на кого-то из окружающих. В любом случае, ваши отношения с пажом мечей будут стимулировать вас к интеллектуальной деятельности и наводить на размышления. Поскольку, как уже говорилось выше, все пажи представляют собой второй чистые стихии, они не связаны ни с какими астрологическими знаками.